Вот они, да? Нет? Да. Поможете, да? Ну, в данное время, получается, я вот взял пассажира, да, для того, чтобы отвезти вас куда, в онкологию, да? Онкология на Свердлова. Да, я прохожу обследование. Вот, я социально незащищенный. Живу в неблагоустроенной квартире. Вот, видите, так далеко микрорайон Марха. И большая проблема, чтобы обследоваться. За эти 5 лет, что я прооперировалась, вот, здоровье ухудшается, я ни разу обследование не проходила. Нужно минимум в год раз пройти. И вот с большим трудом, и спасибо, что вот в газете статью прочитала, что есть такие люди, которые вот инвалидов помощь оказывают. И я случайно этот телефон сохранила, и вот первый раз обратилась, и сразу вот молодой человек ответил мне и сказал, что приедет. И вот сейчас вот мы благодаря вот этому и еду на прием. А у вас, вот смотрите, вы как обычно добирались? Вот каждый раз свои деньги платила, 500 туда, 500 назад, и поэтому у меня и лекарства, и все, и получается, я врачам объяснила, за 5 лет у меня всегда то одна проблема, то другая, и я не могла в город выехать, и только вот с апреля родственник возил, потом сын с командировки приехал, ну у него старенькая машина, сейчас она сломалась у него. А есть у вас социальные выплаты за... Социальное такси, это неделю назад, первый раз они, это самое, приняли от меня заказ, да? Вот, туда доставили, инвалидов много, назад отказались, мы за 400 рублей назад приехали. Инвалидов очень много, ну я колясочников не это, которые диализ принимают люди очень много. Я вот звонила, вот сегодня хотела опять их, да? Они ответили, что заказ на 2 недели, на неделю вперед, очень много на диализ возят в Жатай. Поэтому извинились, и мы не можем. И вот я случайно ваш номер. Ну, самих диализников, кстати, тоже не возят. Вот что самое интересное, им говорят, что... Они так отвечают, я человек верю, раз так ответили, я этому каждому слову верю. Данила, подожди, я сейчас чуть только так ближе. Все, ничего, я сейчас... Если я вам номер телефона своей племянницы... Так, ну, как мы видим, да, вот Наталью Руальдовну мы привезли. То есть она, получается, у нас участник, первый участник акции «Помоги ближнему», то есть водитель «Помоги ближнему». Акция будет действовать по принципу эстафеты. То есть я, соответственно, вот сейчас помог Наталье Руальдовне, нуждающемуся инвалиду, да, и прошу, получается, бросая вызов руководителю портала OneClick Маргарите Поповой и замглавы мэрии города Якутска Дмитрию Садовникову. То есть, если у них есть желание и возможность, так как они водители, могут также, соответственно, обратиться ко мне, я предоставлю им данные тех людей, которые также нуждаются в транспортировке, и они также могут, получается, оказать посильную помощь в транспортировке какого-либо человека или старушки. А я от себя хочу сказать, поддержите, пожалуйста, вот таких молодых людей, которые помогают, которые не остаются в стороне и людям, которые нуждаются в помощи. Не все социально защищены. Пенсии уходят на пропитание, на жилье оплатить, на лекарства очень много уходит. Поэтому я очень, как сказать, хочу благодарность выразить, что надо таких молодых людей, вот такую акцию поддерживать. Пожалуйста, дорогие наши чиновники, не будьте равнодушными к инвалидам и людям, которые ждут помощи от вас. Спасибо. Ну, я думаю, наши люди, да, которые депутаты, чиновники,
также должны будут принять участие в данном мероприятии, акции «Водитель, помоги ближнему». Ну, и, то есть, проблема достаточно острая, людям надо помогать. Поэтому прошу Дмитрия Садовникова принять участие в данном мероприятии. Ну и думаю, что Маргарита Попова, руководитель OneClick, также примет мой вызов.